Выборы президента Российской Федерации – процедура прямого, тайного, равного и всеобщего голосования по определению президента России на ближайшие 6 лет. Данные выборы проходят в 6-й раз. По результатам голосования на выборах президентом становится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов – 50% плюс любое число. В случае, если ни один из кандидатов не получил свыше половины голосов, победитель определяется во втором туре, который проводится ровно через 3 недели после первого и в который входят кандидаты, занявшие первое и вторые места в первом туре голосования. Это не секрет, что федеральные выборы всегда привлекают внимание избирателей больше, и явка избирателей на федеральных выборах всегда выше. Если мы вспомним выборы 2012 года президента Российской Федерации, то явка избирателей в городе Якутске составила 71%. Это самая высокая явка последних лет, которую я, так сказать, сразу могу вспомнить. И это говорит о том, что, конечно, люди придают значение именно этим выборам, хотят выразить, отдать голос за того кандидата, который привлекает их, которому они доверяют. Поэтому не зря говорят, что выборы президента Российской Федерации – это главные выборы страны. 18 марта 2018 года состоятся очередные выборы президента России. На начальном этапе заявили о своем желании баллотироваться в президенты Российской Федерации 70 кандидатов от 24 партий и 46 самовыдвиженцев. После рассмотрения предварительных документов в ЦИКе к сбору подписей смогли приступить 16 кандидатов. Из них 9 кандидатов не представили в ЦИК собранные подписи. На данный момент в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации принимает участие 8 кандидатов. До 10 февраля проводится проверка всех документов кандидатов в избиркоме России. У нас большие изменения связаны с тем, что люди теперь имеют право голосовать по месту своего нахождения. Нужно сказать, что мы касались вопросов прокуратуры, тоже расширены права прокуратуры в части взаимодействия и ответственности на тех, кто проводит выборы и кто участвует в выборах. Нужно сказать, что одно из очень серьезных моментов изменений – это общественные наблюдатели. Сегодня в законодательстве внесено еще изменение, касающееся общественных наблюдателей. То есть люди сегодня имеют право от общественности, а это от общественной палаты, а в данном случае общественной палаты Республики Саха-Якутия, быть наблюдателями за ходом и проведением выборов. И, конечно, очень важное изменение, касающееся инвалидов. Прежде всего, это взаимодействие избирательных комиссий с пенсионным фондом, который нам дает информацию о тех людях, которые нуждаются в помощи со стороны участковых избирательных комиссий, территориально избирательных комиссий. И то, что сегодня в этом деле нам серьезно должны помогать органы социальной защиты. У нас сегодня заключены все соглашения со всеми управлениями на местах Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутии. Количество граждан России, которые могут принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, на данный момент составляет порядка 110 миллионов человек. На территории городского округа город Якутск проживает порядка 180 тысяч избирателей. В Республике Саха-Якутия 813 избирательных участков. 114 из них находятся на территории города Якутска, 3 в городском округе Жатай. Еще 2 участка откроются в 2 самых крупных больницах Якутска, специально для лиц, которые в день выбора президента будут находиться на стационарном лечении. Это Национальный центр медицины и Республиканская больница номер 2, она же Центр экстренной помощи. До этих выборов всегда избиратели голосовали, их возможность голосовать, была привязана все-таки к месту их регистрации. И получение открепительного удостоверения, оно тоже было возможно только в том избирательном участке или в той территориальной комиссии, где зарегистрирован избиратель. То есть по штампу в паспорте, в принципе, определяется это. Да? А сейчас законодатель дал возможность избирателю принять участие в голосовании по месту нахождения. То есть, условно говоря, мы с вами жители города Якутска, но
но мы знаем, например, что мы в день голосования будем находиться в Москве. Мы можем подать заявление о включении на список избирателей в любую территориальную, в любую участковую избирательную комиссию, будь то в Якутске, в Москве, в Новосибирске, я не знаю, в Самаре, где угодно. То есть там, где вам удобно, где вы сейчас находитесь. Самое главное, что воспользоваться этим правом любой человек может только до 12 марта. Потому что с 12 марта начинается оформление других заявлений. Это называется специальное заявление, и их оформляют только на избирательных участках по месту регистрации. Ну, то есть может так случиться, что человек узнает о том, что он едет в командировку или там какие-то семейные обстоятельства, выезжает, например, за пределы своего города и узнает об этом, например, там 16 марта, 15 марта, да, то нельзя и такого избирателя лишать права как бы принять участие в голосовании на другой территории. Поэтому в этих случаях с 13 марта избиратель подходит на свой участок, где он обычно голосует, ему оформляется так называемое специальное заявление, оно имеет защиту в виде специальной марки, и уже с этим специальным заявлением он перемещается на тот участок, ну, который он указал в этом заявлении. У нас очень много в городе проживает избирателей, которые здесь работают, но имеют регистрацию в иных территориях. Вот это как раз им возможность, потому что именно от этих избирателей мы получали много претензий, нареканий в наш адрес, да, заявлений письменных о том, что они были недовольны существующей системой, о том, что они хотят голосовать, но не могут. Вот сейчас такого не будет. То есть если избиратель реально воспользовался своим правом, подал вовремя заявление, он сможет проголосовать в день голосования. Но вот я хотела бы напомнить, что территориальная избирательная комиссия города Якутска, она работает в режиме с 9 часов утра до 19 вечера, с обеденным перерывом с 13 до 14. Она находится в здании окружной администрации города Якутска, ну, проспект Ленина, 15, это здание напротив кинотеатра «Центральный». Мы на первом этаже, кабинет 100. Здесь у нас оборудован пункт приема заявлений избирателей. Вот специально обученный специалист сидит, принимает эти заявления. Вот хочу заострить внимание на том, что, чтобы избиратели понимали, подать заявление реально можно в любую комиссию. Что это значит? Это значит, что если вы сейчас находитесь в городе Якутске, работаете здесь, но имеете регистрацию на иной территории, неважно где, в поселке, в городском округе Жатай, в городе Нюрба, в городе Вилюйск, в Мирном, Нерюнгере, но сами находитесь физически в городе Якутске, а будете голосовать либо в Якутске, или хотите голосовать в Новосибирске, или хотите голосовать вообще на какой-то иной территории, эти заявления оформить можно и здесь, находясь в городе Якутске. Или наоборот, наш житель города Якутска сейчас находится в командировке в Сангарах, например, да, и желает знает, что 18 марта он и будет в этих Сангарах находиться. Он там может подать заявление в Сангарах, там написать заявление, и в день голосования придет и проголосует. Во исполнении указа Генерального прокурора Российской Федерации об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах в городском округе города Якутск создана специальная комиссия, куда кроме прокуратуры города Якутска вошли все исполнительные органы власти, которые отвечают за организацию выборного процесса городского округа. В настоящее время проводятся организационно-практические и надзорные мероприятия, направленные на обеспечение законности и правопорядка в период проведения избирательной комиссии по выборам президента Российской Федерации. На данный момент объектов с нарушениями требований пожарной безопасности не выявлено. Основные требования пожарной безопасности к избирательным участкам – это соответствие путей эвакуации, то есть выхода должны быть открыты, наличие и исправность пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей в случае пожара, а также наличие первичных средств пожаротушения, то есть огнетушителей. Также проводится профилактический инструктаж с работниками объектов на тему пожарной безопасности и эвакуации людей в случае пожара. Согласно закону, с 18 февраля по 16 марта 2018 года включительно будет проводиться предвыборная агитация на телевидении, радио и в печатных СМИ. Публикация результатов опросов общественного мнения относительно рейтинга кандидатов в президенты, прогнозов результатов выборов до 12 марта. Для СМИ проводят предвыборные семинары, где в очередной раз разъясняют изменения законодательства в выборах 2018 года. Необходимо отметить, что агитационный период у нас начинается с 17 февраля 2018 года в соответствии с требованиями федерального законодательства.
И в связи с этим хочу обратить внимание на то, что статьей 5.12 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений у нас предусмотрена административная ответственность за незаконное изготовление или распространение агитационных материалов, то есть печатные или другие аудиовизуальные документы, изготовленные с нарушением установленных требований законодательством о выборах и референдуме. Также данная ответственность наступает в отношении субъектов за размещение агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законодательством, либо размещение в зданиях, сооружениях и помещениях без согласования с собственником. Ни для кого не секрет, что в период подготовки и проведения выборов всегда проводятся публичные массовые мероприятия, такие как шествия, демонстрации, митинги, пикетирование и другие. Хочу обратить внимание на то, что организатор публичного массового мероприятия в соответствии с законодательством в случае нарушения установленного порядка проведения такого мероприятия несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участникам данного мероприятия, а также за проведение данного мероприятия без соответствующего уведомления заинтересованных органов, в том числе органов местного самоуправления. И в случае неоднократного нарушения порядка, установленного для проведения публичных мероприятий, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 212 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает до 5 лет лишения свободы. 17 марта 2018 года – предвыборный день тишины. 18 марта – день голосования. Результаты выборов должны быть определены до 30 марта и опубликованы до 1 апреля. Участвовать в выборах президента России – это гарантия Конституции России. Это даже не право, это обязанность перед собой в первую очередь, и ее надо исполнять. От выборов президента отстраниться можно, а вот от самого себя так легко не получится. Действительно, человек имеет права. Он может прийти проголосовать, а может и не прийти проголосовать. Это то, что определено Конституцией Российской Федерации, избирательным законодательством. Но человеку нужно подумать о том, воспользуется ли он правом и действительно легитимность тех органов, которые будут избраны. Чем больше срез людей, которые приходят на выборы, тем, наверное, мы можем говорить о большей легитимности тех всех органов, которые демократическим путем избраны. И, безусловно, вот воспользоваться своим правом и прийти на выборы, это очень важно для каждого из граждан и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутии. Поэтому мы надеемся на то, что наши люди придут и проголосуют за достойного кандидата в президенты Российской Федерации. В Российской Федерации право избирать дано каждому гражданину России, достигшему 18-летнего возраста. И никто не вправе заставлять участвовать в выборах. И данное право полностью ложится на гражданина Российской Федерации. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос.